Решение президента страны позволит сохранить инвестиционную активность в стране и Коми. Об этом заявил спикер Госсовета Республики Сергей Усачев, комментируя новость о том, что президент страны поддержал инициативу о льготах для сверхвязкой нефти. На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности Владимир Путин поручил Кабмину поработать над предложениями главы Лукойла. Для нас это очень важная положительная новость. Это результат нашей совместной работы Государственного совета и правительства Республики Коми. Вы знаете, что при рассмотрении вопроса о бюджете мы понимали, что он у нас принят с дефицитом. Поэтому искали возможности сбалансированности республиканского бюджета. Одним из решений было обращение в адрес правительства Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации по вопросу о сохранении льгот по сверхвязкой, особо вязкой нефти. Мы понимаем, что этот вопрос или решение этого вопроса привело бы к тому, что бюджет Республики Коми получил дополнительное поступление. По оценке Минфина Коми, в результате отмены льготы поступления в бюджет республики в виде налога на прибыль организаций могут снизиться более чем на 7,8 миллиардов рублей. Кроме того, преференции позволят сохранить производство и рабочие места. Позитивно новость воспринял и мэр Усинска Николай Такаев. Для нас это очень важно. Положительное решение по вопросу льготирования добычи вязкой нефти для нас имеет особо важное значение для Усинска, для Усинского района. У нас Лукойл Коми является градообразующим предприятием, так как это будет в первую очередь сохранение рабочих мест, следовательно, сохранение налоговых поступлений, это НДФЛ, доходную часть бюджета. Потом компания является для нас большим помощником, социальным партнером, участвует и вносит большой вклад в развитие жизни нашего муниципалитета.